Голиков Иннокентий Алексеевич родился 29 ноября 1946 года в селе Уйстатта Татинского улуса. После окончания Итыккөйской средней школы в 1964 году поступил на физическое отделение физико-математического факультета ЯГУ. Свою трудовую деятельность начал в 1969 году учителем физики в Итыккөйской средней школе в классах с углубленным изучением физики и математики. В 1971 году был направлен в аспирантуру Томского государственного университета по специальности радиофизика. С 1976 по 1994 годы работал в ЯГУ инженером, ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры радиофизики и космофизики физического факультета, а с 1992 года деканом педагогического факультета ЯГУ. В 1994-96 годах министром образования Республики Саха-Якутия. С 2000 по 2010 годы работал директором физико-технического института. Иннокентий Алексеевич Голиков – специалист по моделированию ионосферы, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки Республики Саха-Якутия, отличник просвещения Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, член-корреспондент Сибирского отделения Академии наук Высшей школы, обладатель знака отличия «Гражданская доблесть», учитель учителей. Ко мне пришли мои бывшие аспиранты Артем Гололобов и Василий Попов. Так, я решил сегодня им рассказать о своей жизни, как я стал физиком и какие достижения у меня были. Но это будет полезно не только им, и для тех, кто хочет заниматься физикой, стать студентом, физиком и посвятить свою жизнь служению науке и образованию. История нашей семьи начинается от отца, матери, Голиков Алексей Гаврилевич и Голикова Пелагея Федотовна. Они родились в Татинском районе тогда, в 1907 году, в один год. У них родилось 13 детей. Кстати, я 13-й ребенок. Так, мой старший брат Николай, второй старший брат Алексей, Надежда, Майя и я. Мои родители без образования. Они еще до революции родились, поэтому они в школу не ходили и остались без образования. Всю жизнь работали колхозником в селе, потом стали ветеранами труда, тыла. Имеет медали послевоенные, сталинские медаль. Так, Николай тоже. Он один из первых киномехаников района Татинского. Так, у него 7 детей было. Так, заслуженный работник культуры республики. Он умер, его нет сейчас. Алексей, второй брат, он ветврач. Он окончил Омский ветеринарный институт, потом аспирантуру Московского сельскохозяйственного института. Потом он всю жизнь работал в Верхнеколымском районе. Там он к жене поехал. И там у него родилось 4 детей. У него старший сын Голиков Юрий Алексеевич. Он заслуженный художник республики, член Союза художников России. Тоже имеет образование. Так, Надежда
фельдшер. Всю жизнь работала в Татинском районе фельдшером у Статте. Так, Майя, моя тоже сестра старшая, она воспитатель детского сада после педучилища. Всю жизнь работала тоже в Татинском районе. Так, ну я здесь студент первого курса Якутского государственного университета. Я поступил в нулевой класс Устатинской 7-летней школы, так, в 1953 году. Потом закончил среднюю школу в Этекеле в 1964 году. Ну, я учился неплохо. Так, потом с 9 класса меня потянуло математику и физику почему-то определенно. Я ходил в кружок. Кузьмин Виктор Егорович тогда первый год работал учителем математики в Этекельской средней школе, когда я учился в 9 классе. И он вел кружок математики. И он очень увлеченный был человек. И нас увлек тоже. Я стал увлеченно заниматься математикой. После школы я поступил на физико-математический факультет Якутского государственного университета на физическое отделение. Почему? Потому что мои школьные друзья в основном поступили на физический факультет, на физическое отделение, и я как-то тоже с ней поступил, но там тоже математика очень сильно преподавалась, и я занимался тоже и математикой, и физикой. Так, после окончания университета я положенных 2 года в школе, хотя я с самого начала собирался в родной район учителем физики, но на 5 курсе меня пригласил Корякин Анатолий Георгиевич. Тогда он тоже молодой кандидат наук, физмат наук. И он рекомендовал мне идти в науку. И направил в Институт космофизики для выполнения дипломной работы. Попал в хороший коллектив лаборатории ионосферных исследований, руководимый Мамруковым Александром Прокопьевичем. И там в основном коллектив был молодой, такой задорный, очень способный коллектив. И я попал к Виктору Михайловичу Филиппову. Он был назначен руководителем дипломной работы. Но он после некоторого времени его направили куда-то, я сейчас не помню, поэтому меня перевели под руководство Филиппова Ленгварда Дмитриевича. И он мной руководил так, по выполнению дипломной работы. И за это время, за полгода, я как-то втянулся в науку действительно. Мне очень понравилась эта самостоятельность, самому исследовать что-то интересное находить, там, по зондированию ионосферных слоев. Ну, потом по окончании у меня вот двойственное чувство было. Учителем тоже хочу, в то же время науку тоже потянул. Так. Но Анатолий Георгиевич Корякин мне сказал, ну, пока работаете учителем, но если будут селевые места, центральные вузы, то я тебе сообщу, говорит. Если захочешь, то надо идти. В то времени я был семейный уже. Один ребенок был, старший Алеша.
второго ожидали. В городе не было тут жилья, поэтому я сам хотел по распределению Татинский ВУЗ, и туда мы поехали. И 2 года отработал. Я организовал в Итыкеле физико-математический класс. И за 2 года мы добились определенных успехов. Наши учащиеся этого физмат-класса в районе тоже все занимали призовые места, побеждали по физике и математике. В республике тоже одна стала вторым призером. Так, Миронова Аиза. Так, Афанасьева Елена тоже где-то на 4-м, на 5-м месте по физике стала. И это было большое достижение в то время. И вот каждое это десятилетие там отмечают это становление развития физмат-движения в Татинском районе. Здесь книга есть 2006 года, посвященная 35-летию становления развития физмат-движения в Татте. И здесь заведующий району Турнин, и меня уже включили как первый организатор физмат-класса. Так, и мои не студенты, а учащиеся, которые я выпускал после 9-10 класса, они до сих пор меня поддерживают. Здесь плохо видно, но там много, и на республиканских газетах нас печатали. «Эдер коммунисте», о нашей классе было тогда. В районных газетах. Так что мы там очень успешно работали, я так скажу. Они до сих пор приходят, мой юбилей. Так что я очень рад, что работал 2 года в Итыкельской средней школе. Вообще говоря, в Татинском районе я считаю первым зачинателем физмат-движения моего учителя Кузьмина Виктора Егоровича. Он начал этот кружок и начал нас поднимать. Так что мы продолжатели его дела. Потом на основе физмат-класса в Итыкеле открыта была Татинская гимназия имени Мординова. И сейчас тоже процветает эта гимназия. И я тоже радуюсь и горжусь, что я тоже был в начале этого движения. Когда я работал в Итыкеле, в школе, Анатолий Георгиевич Корякин, мой научный наставник, скажем так, писал письма. Скоро будет место, давай, готовься и так далее. Кандидатский минимум надо сдать. Тогда уже у меня 2 детей было. Третьего ждали. За это время жизнь идет. Потом он вдруг написал: давай, езжай в Томский госуниверситет. Там мы получили селевое место. Это не надо упускать шанс. Мы перед выбором стали. Жена не против, вообще говоря, была. Я сам, как тут почти, 3 детей уже стало в конце 2-го года работы. 3 детей. Потом меня успокоила моя мать. Она сказала: мы все живы,
Так и со стороны жены, и отец мой, и мать живы. Мы поддержим, давай учись. Ну, я согласился и уехал на 3 года. В Томске в отделе аспирантуры мне сразу сказали: а вы не подходите, сказали, потому что вы не работали в университете, не работали в научной организации, поэтому мы никак не можем вас принять в аспирантуру. Вам надо будет хотя бы 1 год стажироваться у нас, сказали. Ну что, раз я приехал учиться, я согласился. И год я работал стажером, исследователем. Так, потом на следующий год я сдал все экзамены и поступил. Я готовился к экспериментальным работам и стажировку проходил по эксперименту. Но на первом курсе была организована группа по математическому моделированию ионосфер под руководством Колесника Анатолия Григорьевича. Вот здесь в середине стоит, вот в середине Анатолий Григорьевич Колесник. Меня спрашивает: давайте, если есть желание, мы можем принять. Что вы думаете, сказал. Но перед этим я несколько раз перед ними выступал и по теоретической части. И, видимо, он что-то усмотрел по математике, видимо, он потянет, видимо, подумал. Но я по математике и со школы хорошо учился, и увлеченный был математикой, и с радостью согласился. И начал работать. И он передо мной поставил задачу. Мы здесь в Томске занимаемся построением среднеширотной ионосферы. И вот для Томской ионосферы достаточно построить математически одномерную модель. А вы к нам приехали из севера, из Якутска. Там ионосфера трехмерная. Одномерная модель не подойдет, поэтому вам надо будет строить трехмерную модель. Ну, начал заниматься. Ну, потом я как-то сник по всей литературе, мировой литературе ионосферной науки, трехмерные задачи, модели еще никто не строил, оказывается. Опыта нигде нет. Так, ну, как-то тяжело стало так для меня. Но Колесник, он такой оптимист был. Он сказал: давай, ты первым будешь, ты давай, не останавливайся, иди. Ну, спасибо. Так, ну я при такой поддержке начал дальше заниматься. Ну, потом я нашел в литературе, что вот рядом в Новосибирске в вычислительном центре решает похожие задачи. Но для нижней атмосферы, вот тропосферные задачи. Тропосферные задачи, это там, конечно, легче. Трехмерные задачи без заряженных частиц. Здесь вот наш воздух без заряженных частиц. Одни нейтральные: азот, кислород в основном. И вот эти задачи, этими легче. Вот это для тропосферных задач. А для меня надо было учесть, кроме вот этой нейтральной атмосферы, учесть еще заряженные частицы. Еще магнитное поле на них действует, магнитное поле Земли. Наша Земля – это большой магнит, как вы знаете из школьной программы.
Поэтому тут надо решать задачу магнитной гидродинамики. Еще в трехмерном виде. Потому что в высокоширотной ионосфере, кроме вот вертикальных движений, диффузий, дрейфов, еще имеет большую роль, уже экспериментально там показано, горизонтальные движения. Вот. Раз горизонтальные движения, это значит X, Y надо учесть и вертикаль Z. Вот трехмерная задача. И дифференциальные уравнения со всеми вот этими тремя дифференциальными членами. Я начал искать методы решения таких задач. Ну, правда, это в основном на основе нейтрального газа, это воздух. Потом я туда добавил вот это влияние магнитно- и электрических сил. Вот, бился долго, так скажем. Тогда и это вычислительное оборудование, база очень, по сравнению с нынешними, очень на низком уровне, так мягко сказать. Хотя тогда вот это очень котировались ЕСовские, которые только-только начинали внедряться в Советском Союзе. Они имели память 500 килобайтов. О, это мощные машины тогда, мы думали. А в Новосибирском вычислительном центре там БСМ-6, электронно-вычислительная машина БСМ-6 имел 1 миллион байт. Это вообще, мы считали, это супер, почти суперкомпьютер, ЭВМ. Мне пришлось очень грубо решать свою задачу, потому что память этих машин маленькая все-таки для трехмерных задач. Я составлял программы, так, на перфорате работал и так далее. В общем, целое хозяйство там тогда было. Не так, как сейчас вот на компьютере. И еще к тому же я не учил в университете физики, не учили вычислительную математику. Я учил со школы немецкий язык, а там литература все на английском языке. Ну, еще вот магнитную гидродинамику надо знать. Это тоже для меня новость. И все это я с нуля, так скажем, не спавший, я скажу, так круглосуточно почти занимался и наверстал. Наверстал все, и языки. К моему удивлению, к концу второго года аспирантуры я уже на уровне, ну, так скажем, других аспирантов поднялся. А раньше вообще в самом конце был. А на третьем курсе я из-за того, что я очень сильно работал, я вышел почти на первое место, так скажем. Везде первым аттестовали меня. И хотя без защиты я закончил, после 4 лет я вернулся в наш университет и устроился инженером на кафедре радиофизики у Анатолия Георгиевича Корякина. Он устроил меня инженером. Потом через год я стал ассистентом. Через 7 лет защитил кандидатскую диссертацию. Кандидатскую диссертацию по математическому моделированию ионосферы. И, так скажем, я там защитил именно модель трехмерную, которую я построил при совпадении полюсов
это географического полюса. Географический полюс вы знаете, вот, а геомагнитный полюс отходит от геомагнитного полюса на севере на 11,5 градуса. Ну тогда, в то время. И я, пока не учитывая это, защитил кандидатскую диссертацию при совмещении полюсов. Так, ну, при защите, когда я защищался, я уже почти учел несовпадение полюсов. Но об этом я не говорил. Самое главное достижение – это модель трехмерная построена для ионосферы, высокоширотной ионосферы. И разработан алгоритм. Алгоритм решения – это на основе метода суммарной аппроксимации. Я всю свою модельную задачу это на ЭВМ это настроил. Все пошло нормально. В конце-то концов, я долго бился, а потом построил. Я работал ассистентом на кафедре, затем старшим преподавателем. Потом меня перевели в педагогический институт, то есть на педагогический факультет университета, доцентом и одновременно деканом педагогического факультета. Тогда факультет был. Меня вдруг вызывает ректор нашего университета Филиппов Василий Васильевич и говорит, с вами хочет поговорить президент республики Михаил Ефимович Николаев. Ну, я спросил, это по какому вопросу? Он сказал, ну, он сам скажет. Ну, главное, вы идите, поговорите с ним. Вдруг он сказал так, если что-то он предложит, лучше не отказываться. Вот с таким настроением я пошел в Дом правительства, и меня принял Михаил Ефимович. Поговорили об образовании, о педагогическом образовании, о науке, о моих интересах он расспрашивал. Потом он сказал, мы вас назначаем министром образования республики. Поздравляю, сказал. На следующий день уже представили в министерство и начали работать. В министерстве меня тоже встретили хорошо. Так, бывший министр образования Жирков Егор Петрович, он избран был депутатом Государственной Думы, и по этому случаю он оставил пост министра, и вот назначили вместо него меня. Конечно, после Егора Петровича было сложно работать, конечно. Он оставил концепцию развития национальных школ. Мне надо это было претворять в жизнь. Ну, объездили республику, школы. Ну, потом тоже у нас работа закипела. Ну, если бы одно «но». Не хватало учителей, во-первых. И, во-вторых, в то время учителя уходили. Особенно это естественно-научные циклы. Физики, математики, химики. Вот в основном их не хватало. К этому еще зарплатой было сложно. Так, во-первых, зарплата была маленькая, и уже платили по российскому стандарту, поэтому резко снизилась зарплата была у учителей. И в связи с этим и авторитет учителя было как-то принижен был. И поэтому учителя уходили. Михаил Ефимовичем мы над этим думали. Потом он мне так посоветовал, хорошо бы закон издать
в защиту учителя, чтобы поднять его зарплату, его вот коммунальные и так далее. В общем, статус учителя повысить. Хорошо бы такой закон. Итого мы через год создали закон об учителе. Вот он там лежит, я могу показать, но сейчас времени нет. Так, и этот закон до сих пор действует, кое-какие статьи, и очень помогает сельским учителям, в первую очередь, учителям арктических улусов. Учителя начали уже понимать, что здесь поддержка есть. И вот я считаю это основным достижением в работе Министерства образования. Ну, еще закон об образовании республики приняли и так далее. Ну, после 2 лет работы в министерстве я попросил своего Михаила Ефимовича, все-таки наука тянет, я сказал. Ну, причем там как раз начали открывать педагогический институт на базе педагогического факультета, где я раньше работал деканом. Ну, университет меня хотел, так, ректор Василий Васильевич Филиппов тоже со мной говорил. Но я об этом говорил и с Михаилом Ефимовичем. Но он, в конце концов, он разрешил мне перейти в университет. Я перешел, тогда называли ректором педагогического института. Ну, я перешел. И там организовал этот пединститут. Ну, там мои старшие товарищи меня поддержали там. И до 2000 года работал там директором педагогического института. Затем меня пригласили в физико-технический институт университета, как опытного человека, физика. Я к тому времени уже доктором был, доктором физико-математических наук. Дальше занимался наукой по вечерам, в отпуске и так далее. Вот. И довел свою работу до логического конца. И вот моя диссертация вот лежит. И с учетом несовпадений полюсов. Географического и геомагнитного. Геомагнитный полюс, как я сказал, отстоит на 11 градусов, 11,5 градусов. Тогда полюс находился на американской стороне. Это полюс двигается, блуждает. Тогда находился вот на американской стороне, ну, в районе Канады. Так. И эта модель заработала, и на основе этой модели я рассчитал эффект несовпадения полюсов. И это дал очень интересное явление полной тени. Я хочу все-таки об этом коротко рассказать. В связи с 40-летием открытия этого явления я нынче изготовил, так скажем, наглядные пособия для студентов, для аспирантов. И это наглядное пособие я показал в Институте космофизики, в физико-техническом институте университета. И сегодня я хочу перед вами это показать. Вот, называется особенность верхней атмосферы Якутии. Это явление полной тени в ионосфере. Это не обычная тень, это ионосферная тень, тень ионизации. Вот как образуется эта тень ионизации над Якутией. Вот здесь показано в экваториальной плоскости наша Земля, вот в таком ракурсе. Вот географический полюс здесь, и вот здесь географический полюс здесь показан. И вот Солнце находится наверху, и вот день, ночь. Вот красная
зона – это зона ионизации атмосферы. А вот нижняя часть, ночная часть, это здесь ионизации не идет, не происходит. А вот эта линия дня и ночи, терминатор называется. В зимнее время находится на широте 66 градусов широты. Вот если отсюда. Здесь экватор, вот здесь. Местное время 12 часов, 0 часов, 18, 6 часов. Вот. Если другой сезон взять, равноденствие, допустим, вместо зимы, то вот этот терминатор опускается до сюда. Так, красный вот цвет будет наплывать вот до сюда. А если лето, то лето вот по этой линии пойдет. Тогда вся вот эта область будет освещена и будет красным днем. Так, зимой, вот я сказал, терминатор проходит здесь, и при вращении Земли вокруг своей оси. Вот Земля вращается, да? Вот так. Вот при вращении Земли вот, широта выше 66 градусов не освещается. И здесь не происходит ионизации. Вот зона без ионизации. Вот здесь ионизации не происходит. Электронов, ионов здесь нет практически. А здесь ионизация идет, вот дневной части. Так, значит, это полярная ночь по-другому. Вот зимой, вы знаете, кто живет выше Жиганска, там солнце не светит. Круглые сутки, ну, полярная ночь. Солнца нет. И вот это при вращении Земли вокруг своей оси не освещается. Так, теперь, значит, вот эта темная часть, это где нет ионизации, связана с географией, с географическим полюсом. Теперь мы учитываем несовпадение полюсов, географического полюса и геомагнитного, как я сказал. Вот. Вот. При совпадении полюсов, допустим, если бы это географический полюс и географический магнитный полюс совпадали бы, то мы вот так мы поставили вот эту окружность. Так, здесь, что здесь мы видим? Здесь фотоионизация идет, волновая или солнечная ионизация. А здесь вот корпускулярная ионизация. От Солнца вытекает постоянно заряженные частицы, корпускулы. Это протоны, электроны. И вот они доходят до Земли. Вот от Солнца доходят до Земли и бомбардируют нашу атмосферу. Так, ну, не прямо, а по магнитным силовым линиям. Так, и в конечном итоге они попадают вот до атмосферы внутри этого круга, внутри этого круга. И вот здесь показано вот это кольцо, это полярные сияния, зона полярных сияний, вот кольцо. Здесь полярное сияние происходит, а внутри здесь слабая корпускулярная ионизация. Если при совпадении решать задачу, то здесь при вращении Земли в Якутии и Америке никаких разницы нет, никакой разницы нет. Вот в ионосфере никаких особых отличий и в Якутии, и в Америке не будет. А если мы учитываем несовпадение полюсов, вот
Вот, допустим. Вот географический полюс здесь находится, как раньше, а геомагнитный полюс отходит на 11 градусов. Не совпадает. Теперь Земля вот вращается вокруг своей оси, и вот начинаем вращать. Вот, вращается, и американская сторона заходит вот в область фотоионизации, вот, на дневную сторону. И здесь вот выше терминатора ионосфера здесь ионизуется, дополнительно происходит фотоионизация. Корпускулярная ионизация плюс фотоионизация. Так, теперь Земля дальше вращается. И вот Якутия на дневной стороне никак не заходит. Видите ли, вот полярная ночь остается. Вот. Здесь вот так вот. Как ни вращай, Земля вот вращается, вращается. Американская сторона вот заходит на дневную сторону, а Якутия вот постоянно находится вот на неосвещенной стороне. Видите ли, вот, неосвещенной стороне. Ну, выше полярного круга. Выше полярного круга. И поэтому в Якутии недостаток электронов ионов в ионосфере наблюдается. Круглосуточно там ионизации нет. Фотоионизации не доходит. Граница вот терминатора. Так. И граница вот полярных сияний. Корпускулярная ионизация вот этим полярными сияниями ограничивается. И поэтому вот где темная часть, здесь ионосфера очень объединена. Здесь электронов ионов намного меньше, в разы меньше, чем здесь и здесь. Так, значит, как будто здесь полная ионизационная тень, ионосферная тень. Нет фотоионизации и нет корпускулярной ионизации в этой части. И в этой части в дневное время дневной провал образуется, а в ночные часы вот ночной провал. Вот ночной провал. Поэтому Якутия днем и ночью находится в таком ионосферном провале. Вот особенность верхней атмосферы Якутии. Верхняя атмосфера Якутии – это выше 50 километров и выше. Вот Юрий Гагарин летел на высоте 300 километров. Вот как раз ионосферные высоты. Самый толстый слой, F-слой, находится на высоте 300 километров. И там ионизация слабая. У меня вопрос. Ага. Алексей, а вот это северное полушарие, да? Ага. А в южном полушарии явление... Там еще разница большая между геомагнитным полюсом и географическим полюсом. Там еще вот эта серпообразная вот эта тень больше будет. То есть на обеих полушариях? Ага. Да, на обеих полушариях, правильно. Вопрос правильный. Так, жизнь показывает, что вот геомагнитный полюс не на одном месте находится, а вот качается. Но иногда может попасть сюда, может сюда попасть. И тогда, конечно, вот эта часть тоже немножко видоизменится, но все равно останется. Раз если разница между полюсами есть, то все равно это явление останется. Хоть над Якутией, хоть в другом месте все равно останется. Но в то время над Якутией было, и это эксперименты потом подтвердили. Вот экспериментально тоже это подтверждается, вот спутниковые данные. Вот такое, когда Гринвич находится, так, 0, вот, где-то 5 часов мирового времени, гринвическое время. Вот, пожалуйста, вот. Это освещено со спутника DE-1. Спутник DE-1, Dynamic Explorer 1. Вот как раз это
область полярных сияний, вот сверху видно со спутника. Значит, между ними, между вот фотоионизацией и корпускулярной ионизацией, вот явление полной тени. А в другие часы вот нет. Вот американская сторона сюда пошла, и вот. Здесь нет уже, дневного провала нет. Вот, как здесь показано. В 1982 году мы обнаружили вот явление полной тени с Колесником Анатолием Григорьевичем. Это я уже говорил, да? Вот. Так, и мы опубликовали по представлению академика Зуева из Томского филиала Академии наук СССР тогда. В докладах Академии наук. Тогда это журнал самым престижным журналом был в Советском Союзе, главный. Все самые открытия публиковались в этом журнале, доклад Академии наук СССР. И по представлению академика Зуева эта работа опубликована в 1984 году, и нынче исполняется 40 лет публикации данной работы. Так, вот схема расчета на модели с учетом несовпадения полюсов. Вот экспериментальные данные Якутской цепочки станции Института космофизики и астрономии. Все они подтверждают. Вот. Потом вот спутниковые данные я уже рассказывал, да? Вот, подтвердили. И это через 4 года новый учебник по физике ионосферы вышел в Советском Союзе. И это ведущие профессора Ленинградского и Калининградского университетов Намгаладзе и Брунелли. Вот они учебник для студентов и аспирантов опубликовали. Это свой учебник. И здесь это наша работа как подраздел включен и под названием «Эффект несовпадения географического и геомагнитного полюсов». Вот. И описывается вот наша работа «Явление полной тени». Так что эта работа включен в учебник по физике ионосферы в Советском Союзе тогда. И до сих пор этот учебник является основным учебником для студентов радиофизического факультетов России. Вот, так что наш труд с Анатолием Григорьевичем Колесником вот учтен на уровне Советского Союза и России. Вот недавно я получил, мне вручили почетную грамоту, вот он там, от президента Российской Академии Наук Красникова. Но эту модель мы потом дальше развили вот с помощью моих молодых товарищей, это мои аспиранты Попов Василий Иванович и Гаулов Артем Юрьевич. Они кандидаты наук, работают над докторскими диссертациями. И мы совместно с ними опубликовали около 70 работ. 70 работ
по построению модели высокоширотной ионосферы с учетом теплового режима ионосферы. То есть мы там учитываем температуру электронов и ионов. Потом эту модель мы достроили и получили вот сертификат. Свидетельство о регистрации нами получено от автора Голиков, Попов, Гололобов. Вот. Так что у нас модель развивается, и на новой модели, вот обновленной модели, сейчас они уже реальные процессы изучают. Вот, допустим, Василий Иванович изучает влияние магнитной аномалии в Сибири на ионосферу, на поведение ионосферы. Так, и у него интересный эффект сейчас он обнаружил. Ну, сейчас с нехваткой времени он не сможет, хотя он уже имеет это дело. Дело идет к публикации. Так, там еще с нами вместе работает академик Крымский Гермоген Филиппович по данной теме. Так что мы надеемся, что эта работа будет опубликована в будущем. Так, Артем Гололобов сейчас усиленно занимается нестационарными процессами. Вот это наши ранние работы выполнялись при спокойной ионосфере или умеренно возмущенной. А сейчас мы переходим уже к реальной ионосфере при возмущенной ионосфере. Ну, когда происходят магнитные бури, то ионосфера тоже возмущается, происходят ионосферные бури, а в модели это учитывать очень трудно, потому что вот модель, когда вот изучаешь такие быстрые процессы, то они неустойчивы бывают. Модели не могут решить такие задачи. Но нам удалось решить устойчивую задачу, вычислительно устойчивую задачу при разных шагах по времени. Это вплоть до 1 секунды. Наша модель работает устойчиво. Поэтому Артем Гололобов сейчас занимается вот реальными процессами. Как Солнце произойдет вспышка, то ионосфера возмущается, магнитное поле возмущается Земли, и ионосфера одновременно тоже начинает возмущаться. И это мы должны изучать, исследовать на нашей трехмерной модели. Тоже у него результаты есть. Это новый этап нашей работы. Ну, пока по физике ионосферы у меня все. Ну, 7, которым хотят заниматься физикой, математикой, кто хочет заниматься математическим моделированием ионосферных процессов, то мы готовы помочь принять. Ну, студентов можем принять на курсовую работу. Вот Василий Иванович и Артем Гололобов сейчас с ними работают, желающими. Ну, потом дипломная работа, потом, может, кто успеха добьется, то они могут поступить в аспирантуру. Вот они уже имеют право руководить аспирантами. Так что наша работа, начатая с Колесником Анатолием Григорьевичем из Томского университета, продолжается. И еще быстрыми темпами идет. Сейчас база очень хорошая, компьютер очень быстрые, с большим объемом памяти, не то что как у нас тогда было. Так что молодым исследователям я желаю
дальнейших успехов, чтобы ионосферная наука шла еще быстрее. Вот у нас есть монография «Математические модели ионосферы». Это авторы Колесник, Голиков и Чернышов. Вот мы все троем находимся на Ленских столбах здесь, в Якутии. Они приезжали на конференцию, и мы поехали туда, Ленские столбы, и вот и поэтому по этому учебнику обучались вот Василий Иванович и Артем Головлов. Они тоже все от и до все знают, вот это наши монографии, учебник. Вот. Студенты тоже обучаются этим. Так что мы делаем полезное дело. Вот над Якутией новое явление нашли, и это продолжается еще изучение данного явления. Много еще работы. Так, спасибо.